Доброе утро всем. Анна Квиллер, Мариана Маренкова продолжает вас будить в это утро среды. Хотела придумать эпитет со словом «среда», но не получилось. Ну подождем. Да, ну подождем. 22 декабря у нас на календаре, и мы в этой студии не одни. Да, праздники все ближе, Новый год все очень ждут с большим нетерпением. И вот как провести его здорово и, главное, безопасно, об этом поговорим с официальным представителем Минского областного управления МЧС Анастасией Швайбович. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Анастасия. Давайте, наверное, начнем разговор с главного символа Нового года. Это новогодняя ель. Я думала, с тигра ты сейчас скажешь. Он не представляет для нас никакой угрозы пока что. Обходите тигров стороной, это был первый пункт. Вот все устанавливают дома елку. Как это правильно сделать, чтобы не принесло вреда нашему здоровью, нашему жилищу? Как ее правильно украшать? Как использовать гирлянды? Давайте вот все по порядку. Да, на самом деле многие, я думаю, уже это сделали, но если вдруг вы что-то не соблюли, конечно, необходимо подправить. И здесь, когда мы говорим о елке, прежде всего необходимо подумать об устойчивости конструкции. Я думаю, многие банально, любители, но факт, да, домашних животных знают, как питомцы неравнодушно относятся и проверяют эту конструкцию на устойчивость. И, конечно же, у детей маленьких большой интерес вызывает елка, потянуться за шариком. Поэтому, когда устанавливаем, продумаем варианты, чтобы она ни в коем случае не упала. Устойчиво закрепляем, располагаем вдали от приборов отопления. Что касается украшений, здесь, конечно, дело вкусов, но обращаем внимание, что нельзя использовать горючие материалы, не нужно использовать вату, свечи. Еще есть такое? Украшают открытые свечами? Это дело вкуса. На самом деле, к сожалению, такое бывает, что не всегда люди думают о безопасности, поэтому прежде чем вы что-то используете, подумайте, а безопасно ли это будет для моей семьи. Ну и что касается гирлянд, не забываем, что это электроприбор. Используем только заводского изготовления. Предоставьте это заводу-изготовителю, правильно ее сконструировать. И, конечно же, обращаем, что ни в коем случае нельзя оставлять ее включенной на ночь и уходя из дома. Вы такие вещи сейчас для меня говорите удивительные, только сконструированные на заводе. То есть есть люди, которые сами делают гирлянды? Нет, знаете, просто можно купить у каких-нибудь, там, не знаю, левых продавцов в непонятном месте. Во-первых, нельзя, некоторые могут переделывать, но сейчас, я думаю, в моде, поэтому мы обращаем внимание, что то, что касается электроприборов, этого делать нельзя, потому что тем самым вы будете подвергать свою жизнь опасности. Сегодня в День энергетика мы напоминаем, как важно правильно использовать электроэнергию. И, конечно, хочется поговорить о том, что в этом году разрешили снова пиротехнические всякие штуки, да, это бенгальские огни, фейерверки в том числе, да, они тоже Конечно, разрешены. все эти приборы, которые бытового назначения люди могут приобретать и использовать самостоятельно, но здесь важно также подумать о безопасности еще на стадии приобретения данного устройства. Не забывайте, что они относятся к повышенной опасности, вы должны быть предельно внимательны, не покупайте ни в коем случае с рук. Повторюсь, этим вы тоже сможете подвергнуть свое здоровье и жизнь опасности. Отправляемся в специализированный магазин. Продукция должна быть сертифицирована. Приобретая, обращайте внимание, самое элементарное, на упаковку, она должна быть не повреждена. И, конечно же, иметь инструкцию на белорусском и русском языке, которую вы не ленитесь и несколько раз прочитайте. Почему это важно? Потому что, еще раз повторим, что это предметы повышенной опасности, строго необходимо соблюдать. Ну и если вы уже приобрели, ни в коем случае не запускать в толпе, позаботиться о безопасной площадке. Радиус этой безопасной площадки указан в инструкции. Обращаем внимание на то, что если не сработало устройство, ни в коем случае нельзя пытаться его привести в действие повторно, либо тут же к нему подбегать. Необходимо выждать 15 минут, затем подойти визуально оценить, нет ли тлеющих частей, и только затем утилизировать. А утилизировать можно вместе с бытовым мусором, но предварительно замочив устройство не менее чем на 24 часа в емкости с водой. Я бы вообще призывала их не использовать, потому что мы загрязняем окружающую среду этими фейерверками и пугаем птиц. Вот так. Давайте, у нас очень мало времени, да, но нужно обязательно... Зла испортила праздник сейчас кому-то. Ну, я просто считаю, что это вред. Кухня, это же тоже место повышенной опасности на празднике. Вот я уверена, что многие хозяйки уже составляют праздничное меню. И для нас, спасателей, будет очень приятно и важно, если здесь первым пунктом будет слово «безопасность». Обращаем внимание, что ни в коем случае нельзя оставлять готовящуюся пищу на плите. Если даже вы забыли купить какой-то ингредиент, выключаем плиту и только затем направляемся в магазин. При
При этом не забываем о детях. Если они у вас дома, ни в коем случае не оставляем их одних без присмотра. Значит, забираем детей, выключаем плиту, выключаем все огни, которые горели на елке, и после этого только уходим. И, конечно, хочется затронуть еще акцию ежегодную, уже традиционную акцию МЧС. Это «Безопасный Новый год». Эта акция проходит, я так понимаю, в местах скопления людей в основном, да? Она включает несколько этапов. Например, на данный момент мы работаем с детьми, с подростками. Напоминаем об опасностях, которые могут быть зимой. Это та же самая пиротехника, которую детям ни в коем случае самостоятельно нельзя запускать, только взрослым. Обращаем внимание на то, что выходить на лед небезопасно, вы подвергаете свою жизнь риску. И, конечно же, здесь мы обращаем внимание также на то, что в период праздников, как правильно себя вести в толпе, если вдруг вы отправляетесь в места массового празднования. И очень важно здесь проговорить со взрослыми, что они пример для детей, поэтому в местах массового пребывания это торговые центры, там, где все закупаются подарками, продуктами. Не удивляйтесь, если вы увидите пожарного Деда Мороза, увидите спасателей, которые будут напоминать правила безопасности. Не стесняйтесь, подходите, вспоминайте вместе с детьми о том, о чем нельзя забывать никогда, даже в период новогодних праздников. Пожарный Дед Мороз — это который с огнетушителем, наверное, ходит. Анастасия, спасибо вам большое. Напоминаем, что в гостях у нас была официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.